Добрый день, уважаемые ученики и учителя! Мы рады приветствовать вас на медиауроке, посвященном Дню Республики Саха-Якутия и 75-летию Великой Победы. 27 апреля 1922 года специальным декретом Всероссийского Центрального исполнительного комитета была образована Якутская автономная Советская Социалистическая Республика, и в 1992 году, 27 апреля, была принята Конституция Республики Саха-Якутия. Оглядываясь назад, мы можем увидеть, какой огромный исторический путь прошла наша родная республика, прежде чем стать одной из самых динамично развивающихся республик России. Впервые Россия открыла наш край в первой четверти XVII века. Это время знаменуется освоением огромных пространств за Уралом. России нужны были новые земли для развития экономики, укрепления государственных границ. В 1632 году территория Якутии оказалась в составе российского государства. На тот момент здесь проживали такие народы, как якуты, эвены, эвенки, юкагиры и чукчи. Среди них самыми многочисленными были якуты. Их насчитывалось около 50 тысяч. Они занимали в основном центральную часть Якутии. Главным занятием якутов было разведение крупного рогатого скота и лошадей. Не имеющие скота или лошадей занимались охотой и рыболовством. В то время в России самой ценной валютой выступал мех соболя. Жители новых присоединенных земель облагались налогом в виде пушнины, который назывался ясаком. Центром Якутии стал Ленский острог, основанный в 1632 году. Он переносился четырежды из-за подтоплений и располагался на современной территории Намского и Мигино-Кангаласского улусов. В 1643 году острог перенесли на территорию современного Якутска. С тех пор Якутск находится на долине Туймада. Первооткрыватели новых земель, казаки-землепроходцы, основывали зимовья и остроги, которые служили форпостами продвижения россиян на северо-восток Азии и далее на северо-запад Америки. В 1638 году был образован Якутский уезд, позднее преобразованный в Якутскую провинцию и Якутскую область Восточно-Сибирского генерал-губернаторства. Важным событием этого столетия стало распространение христианства по всей территории Якутии. Все это привело к тому, что началось строительство церквей, сначала деревянных, затем каменных. Важно отметить, что церковь выполняла не только религиозную, но и просветительскую функцию. Позднее здесь начали преподавать грамоту и открывать первые школы. Издавались первые якутские книги. Уже в XIX веке началось развитие культуры и образования. Появились первые гражданские школы, общедоступные библиотеки. В этот период частой практикой были школы, которые открывали политические ссыльные для сельских детей. Политические ссыльные были прогрессивными людьми, которые понимали, что местному населению нужно образование. Вклад политцельных в развитие образования, культуры и медицины огромен. Во всех районах открывались бесплатные школы политических ссыльных. Большинство детей, обучавшихся в таких школах, в дальнейшем поступали в прогимназии и семинарии. Например, один из первых врачей из народа Саха, Прокопий Несторович Сокольников, лидер дореволюционной национальной интеллигенции Василий Васильевич Никифоров-Кюлемнюр, академик-физик Леонид Васильевич Киринский и другие. В XX веке Якутия становится местом оживленных политических коммуникаций. Активно создаются кружки, куда входят учащиеся дети из бедных семей. Они получали образование в городе Якутске за счет поддержки родных и земляков. В этих кружках обсуждались общественно-политические вопросы, вопросы революции и смены власти в России. Руководителями таких кружков были политцельные, сосланные за революционную деятельность в Якутскую область. Так, в 1916 году был создан кружок «Рассвет»
руководителем которого стал ссыльный большевик Емельян Ярославский. В состав кружка входили учащиеся, впоследствии видные государственные деятели Максим Аммосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ржаков, Степан Васильев и многие другие. В 1917 году в России началась революция, а далее гражданская война. В этом горниле борьбы за власть, за главную идею, победу одержала власть большевиков, и по всей России установилась советская власть. Для России началась новая эпоха. В Якутии активными борцами за советскую власть стали Максим Аммосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Ржаков, Степан Васильев. Они стали первыми руководителями Якутии. 27 апреля 1922 года Президиум Всероссийского Центрального исполнительного комитета принял постановление об автономной Якутской Социалистической Советской Республике как федеративной части РСФСР с административным центром в городе Якутске. В 1920-21 годах началось движение за предоставление Якутии статуса автономии. Проект положения будущей Якутской республики был составлен комиссией под председательством Платона Алексеевича Аюнского. 21 января 1921 года Политическое бюро Российской коммунистической партии обсудило вопрос об образовании Якутской АССР. Первый председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ильич Ленин поддержал данный проект, и 16 февраля Президиум ВЦИК постановил образовать Якутскую АССР в составе РСФСР. Одним из инициаторов образования автономии в Якутии явился советский государственный и партийный деятель Максим Кирович Аммосов, который поставил вопрос об образовании Якутской АССР перед Центральным комитетом партии и Народным комиссариатом по делам национальности РСФСР. Советский период истории Якутии был связан с широкомасштабным промышленным освоением ее природных богатств, активное развитие коренных народов Якутии. Уже с 1920-х годов началось массовое открытие школ, больниц, культурных и социальных учреждений. Начались работы в валданских золотых приисках, открылось первое якутское пароходство, прилетел первый самолет. В 1925 году по инициативе Максима Кировича Аммосова начала работу Якутская комплексная экспедиция Академии наук СССР. В этом же году была создана Якутская национальная библиотека. В 1935 году был организован первый на северо-востоке России научный институт языка и культуры, первым директором которого стал Платон Аюнский. 20 век ознаменован героическим подвигом советского народа в освободительной войне с мировым фашизмом. В 1941 году началась Великая Отечественная война Советского Союза с Германией. Еще в 1925 году в Якутске была открыта Якутская национальная военная школа, где готовили местные военные кадры. В годы войны из Якутии было призвано почти 63 тысячи человек. Посланцы Якутии принимали участие во многих битвах и сражениях Великой Отечественной войны, Сталинградской битве, Харьковском сражении, Ржевско-Вяземской, Демянской, Смоленской, Будапештской, Пражской, Висло-Одерской, Восточно-Померанской операциях, в штурме Берлина и Кёнигсберга. Воины из Якутии прославились как отличные снайперы, умелые разведчики, отважные артиллеристы, танкисты, летчики. За проявленный героизм 24 якутянина стали героями Советского Союза и 1 героем Российской Федерации. 4 воина удостоены ордена славы 3 степеней, из них 1 Саха. Орденами славы 2 и 3 степеней награждены 25 якутян. Орденами Красной Звезды по неполным данным 1300 наших солдат и офицеров. Всего в Великой Отечественной войне погибли 37 965 якутян. Еще больше, около 60 тысяч, погибли во время войны в Якутии от голода.
Несмотря на голод, выкосивший огромное для республики число людей, якутяне внесли в фонд обороны 380-660 тысяч рублей, 23 килограмма золота, 553 килограмма серебра. На фронт было отправлено пушнины на 90 миллионов рублей и 40 тысяч тонн рыбы. Новый этап в истории Якутии начался 27 сентября 1990 года, когда при активной поддержке всего населения республики была провозглашена Декларация о государственном суверенитете. В октябре 1991 года учрежден пост президента. Первым президентом республики в декабре 1991 года стал Михаил Ефимович Николаев. Также было изменено и название региона — Республика Саха-Якутия.